Всем привет, ребят! Спрятал экшн-камеру за лобовое стекло, потому что на улице сегодня сильный ветер. Вот смотрите, у меня в багажнике рыболовные снасти, все для рыбалки, палатка, ледобур, ящик, лыжи сегодня также взял. Сейчас доехал до того места, где я оставляю буран, а дальше пойду сегодня на лыжах. Вот на охотничьих лыжах. Охотничьи лыжи самодельные, которые я сам делал. И здесь вот такая полоса. Камус он. Вполне хватает. Если полностью камусом покрыть лыжу, они будут тяжелые. А камус рано или поздно изнашивается. Когда ты идешь по насту, по бортам, все изнашивается. Так что, если есть возможность, у кого есть камус, или у друзей попросить, полоску вот так отрежьте и прибейте. Можете на смолу еще прибить. Я обычно так. Она даже степлером. Видно. Видно, что я степлером прибивал. Да. Щелей нету, плотно, очень плотно прибивал. Потому что некоторые прибивают камус вот с таким промежутком. И в холодный морозный день, когда пухляк, снег умудряется под камус, ну, такая вот, попадет. И когда ты будешь ходить, он скрипит там. Так что ни одной щелинки, чтобы под камусом не было. Ну, между камусом и лыжей. Вообще, плотно-плотно прибивайте, и будет вам удача на охоте и во всем. Потому что если туда снег попадет, он скрипит. Спорьте, не спорьте, я уже охотник со стажем, знаю, и хреновые, плохие советы я не даю. Вот. Также и резина, вот, если вот посмотрите, резинка тоже очень плотно прибита. Снег, чтобы не попадал внутрь. Если внутрь попадает, он будет скрипеть. Фиг с ним, если вы охотитесь на боровую птицу. Скрипит, может, как-то подойдете. А с лыжами, которые скрипит, вы никогда не подойдете к лощу. Или шансов очень минимальный подойти к лощу. Потому что он самый, наверное, из зверей, кто лучше слышит. Но думаю, медведь еще лучше лося слышит. Потому что есть подозрения. Были охоты у нас, и когда, как сказать, шли мы, нечаянно попадали на лосиные следы зигзагом шли, а медведь вышел из берлоги очень рано, в марте, наверное, было дело. И он напрямик, все время напрямик, срезывал, и к лосям шел. И рано или поздно мне товарищи, там, знакомые говорили, что лося он завалил все-таки. В ту весну он рано вышел, и в том месте 3 лося этот медведь завалил. И в этом году, наверное, тоже, думаю, медведи рано выйдут из берлоги, потому что голодно осень в прошлом году было. Вот так предполагаю. Так, ладно, сейчас я соберусь и пойду вон туда. Впереди меня ушел рыбак. Если он, может быть, на повороте здесь остановится, он там, или же в сторону Адью пойдет. Если он здесь, я дальше поднимусь. Если он дальше пошел, значит, я где-то здесь попробую. Ну, сразу скажу, что большой надежды у меня нету, что кого-то я поймаю, но подписчики просили, спрашивают, уже много спрашивают, сходил ли я на рыбалку. Ответ будет сегодня. Какая будет рыбалка? Клюет у нас или нет? Погода, сегодня 3 февраля, погода -2, вчера было -25, сегодня -2 и сильнейший ветер.
Все гудит, трещит, ломается. Но на льду, наверное, сегодня штормит. Ладно, давайте сходим. Весь процесс, наверное, снимать не буду, если не будет клевать. А основное, что было, как было, что будет, я расскажу. Готовая лыжня. Газку. Ох. Опа. Чуть не упали. Все хоккей. Здесь обычно тоже рыбачат. Сегодня никого тут нету. И этот рыбак ушел дальше, выше. Может, до Дьювома даже ушел он. Две удочки у меня. Две лунки просверлил. Ну, минут 20 уже сижу, он как. Чтобы палатка не улетела, вот устроил там. Дедовур так поставил. И самое главное, ребята, я уже хотел поменять место. И смотрите, что у нас. Первый елец. Это рыба, за которым я сегодня и пришел. Где-то уже минут 20 примерно сижу. Ни одной поклевки не было. И вдруг так, на мормышку. На мормышку, на муравей, на который я обычно каждый год рыбачу. А там у меня доночная снасть еще, вторая удочка. И там ни одной поклевки не было. Если еще одну рыбу поймаю, я поменяю на другую мормышку. Ну, посидим как-то. Надежда есть что-то поймать. На улице снег, ветер. Даже из палатки не хочется выходить. Вот так. Долгожданчик. Уже которая третья рыбалка у нас. По этому льду, наверное. Третья или четвертая. Так, один. Так, получается, это, наверное, третья. Один на избушке была. Одна рыбалка. Вторая здесь приезжал. И вот сегодня третья. Ладно, сидим, ждем. Может, кто-то еще клюнет. Опа! Блин, пока включал, ребят, я промазал. Ну, мазила. Еще поклевка на мормышку была. Так четко он клевал так. Хотел на голову камеру надеть. Или одеть. Четко так клеванул так. А доночная, смотри, вообще не работает. Значит, какая-то рыбина еще тут есть. Вроде поклевка. Вон он, вон. Это поменьше, конечно, ребят. На, чуть-чуть успел включить камеру. Вторую удочку поднял. Там илом набивается леска. И в тот момент поклевка. Вторая рыба, наконец-то. Долгожданчик. Как я понял, рыба не на дне, а чуть-чуть выше, сантиметров, но чуть-чуть выше. Не на самом дне реки. Уже сколько сижу, очень-очень вялый клев. Ужасно вялый клев сегодня. Эту удочку хотел подправить, он илом набивается леска. Надо наоборот чуть выше поднять. Рыбачу на опарыш. На такой опарыш. Вторая рыба попалась также на муравей. Здесь у меня вот такой
Как же он. Мормышка. Вообще маленькая, желтая. Не знаю, видно там. Парыш таскает. Здесь тоже, наверное, повыше поставлю. А то... Так, получается, ну, как-то так вот. Вроде поклевка какая-то интересная. Ничего себе, так чувствительно он клевал. Ни хрена себе. Вообще хитро так. Но тоже не такой крупный. Но зацепилась конкретно. Я даже и не думал, что поклевка. Думал, течение так. Ух, шевелит. Ай. Нормально. Вот так. Ладно, сейчас. Значит, они чуть выше дна, как я понял. Да-да-да. Чуть-чуть тоже. Тоже уже илом покрывается. Вот эта поклевка была такая странная, вообще незаметная. Ну вот, третья рыба уже. Долго приходится между поклевками ждать. Вот где-то минут 15. Вот сейчас ровно где-то минут 15 может быть вообще штиль. Вот таким промежутком времени он подходит рыба. Опять поклевка, ребят. Блин, чуть-чуть, наверное, не успел включить камеру. Что-то он сейчас побыстрее подошел. И опять на желтую мормышку. Полчаса уже, полчаса, полный штиль. Хоть бы одна поклевка. Тишина. Никакого движения. Уже 2 раза поменял опарыш. Меняю на свежий. Никакой роли не играет. Вот червя еще надо было взять. На червя попробовать. Порывы ветра сильные бывают, очень мощно так. Придерживаю так вот ногой, чтобы палатка не улетела. Ну что, ребят, краткий отчет. Уже где-то час ровно, наверное, может больше, даже часа сижу уже. Вообще штиль, ни одной поклевки, ни одного подхода. Леска набивается илом. Может, эта роль тоже играет на клев рыбалки, клев рыбы. Не знаю, что играет, какая роль. Но думаю, уже пора собираться и идти ехать домой. Ветер усиливается, погода меняется в теплую сторону. Снег начинает уже такой мокроватый становится. Завтра тоже плюсовая температура будет. Да и в принципе нормально так. Без клёва 3 рыбы поймать это уже рыбалка, считай. Мы не в Якутии, не в Карелии, чтобы ловить там крупных сорок, там, ельцов, щук, налимов. Чем богата река, то и дает. Сейчас уже начало февраля, и считай, 3-я рыбалка, и наконец-то я поймал хоть какую-то рыбу. 3 штуки ельца я поймал. Значит, дело идет к весне. Может быть, будем надеяться, что в марте все-таки клев начнется и будем больше рыбачить, больше ловить рыбы. Ну так и так, как охота закроется, конечно же, у меня фильмы больше пойдут про рыбалку. Или на ельцов, а может быть даже и на хариуса.
На хариуса неохотно я хожу, потому что это трудоемкая работа, искать хариуса, рыбачить. Много надо ездить, искать, ходить. А ельцы, если она ловится, очень даже интересно ловить ельцов. Очень вкусная рыба, елец. Так что я никогда не откажусь от рыбалки на ельца. Если будет выбор на хариуса или на ельца пойти, если елец нормально ловится, я, наверное, выберу лучше ельца. Потому что у ельца даже вкуснее мясо, чем у хариуса. Ну, это тоже, как сказать, на любителя. Многие вот любят мясо окуня там, но это уже чуть-чуть другое. Очень вкусная рыба, на мой взгляд, язь. Очень даже. Некоторые вот прямо обалдевают от налима рыбы. Но лично мне вот уже не то. Это тресковая рыба или что-то, ну, порода из трески. Ну, что-то в этом роде, короче. И очень похож на мясо трески, действительно. Вот. Я, конечно, бесконечно могу болтать, что-то рассказывать. Но, думаю, уже не стоит. Я сейчас потихоньку буду собираться. Смотрите, опять усиливается ветер. Буду собираться и поеду домой. В следующий раз, как обычно, должно повезти, повезет. Я уверен, повезет. Рано или поздно повезет. Сейчас была охота такая невезучая тоже. Ну, ничего страшного, другой раз повезет. Надо верить в это. Рано или поздно все равно повезет. Жизнь такая, что когда-то везет, когда-то не везет. Езду на буране уже снимать не буду также. Потому что прошлый поход, у меня прошлый фильм, очень много езды было на фильме. Я что смог уже урезал, но дофига я заснял. Ну, все время у меня камера была включена на голове и все снимаю. Всю поездку снимал. Ветер вообще ужасный сегодня. Немножко руки начинают замерзать. Ну, я не обогревался ничем. Пока шел, я вспотел, а сейчас наоборот начал уже чуть-чуть остывать, прохладно. Вот так. Ну ладно, ребят, сейчас я соберусь и пойдем к бурану. Там посмотрим. А что тут смотреть? Я поеду домой вообще. Вот такие дела. Вот такая картина тут. Две удочки на доночную, значит, даже ни одной поклевки не было. Две рыбы я поймал на муравей пепельного цвета такого. И одну рыбину я поймал на желтую мормышку. 3 штуки, вот они. Вот весь улов. Вот такие делишки. Видим, что там на улице творится. Штормит. Ветрище. Рыбак еще там. Пока не пришел он. Да. Снег уже сырой весь. Оттепель февральский. Опа. Оттепель февральский у нас. Дубак, холодон, ветрище. Сегодня
сегодня вот так вот. Так. Так. Здесь я напишу 3. Мык. Вот так. Надеюсь, рыбак поймет. Все. Ух! Спасибо, река, что рыбу дала. Погуляли, нагулялись, нарыбачились, нарыбачились. Ух! Газку домой. 3 мык. Это получается 3 ельца. Все, пошли. Вот смотрите, какой подъем. И запросто идет лыжи. Камус держит. Хоть там полоса 5 сантиметров. Куим черри! Куим черри! Куим шеде, куим! Куим! Так. Терпеливо сидит Лида. Каждый день без выхода, говорит, ни хрена не клюет. Спрашивала, у меня как дела? Я говорю, 3 рыбы и все. Больше нема. Вот так. Вот такой багажник самодельный. У меня есть видео, как я делал это. Так. Все. Сегодня будет набивать буран. Ну вот и все, ребят. Добавить больше нечего мне. Все как было, поснимал. Погода нелетная, сырая, между прочим. Снег уже начал таять. 3 февраля на улице опять оттепель. Хотя на днях были морозы сильные даже. Все, короче, я еду домой. Всем спасибо за просмотр и пока.